снова здравствуйте, дорогие друзья. Хомакагас Дустар. Канал «Аспекты Башкортостана» вновь в прямом эфире со своей утренней, ежедневной, конечно же, программой «Аспекты Республики». Здесь мы общаемся с вами, делясь новостями, впечатлениями, комментариями по поводу увиденного и услышанного. Поэтому всякий раз напоминаю, что жду вашего активного участия с помощью написания сообщений в чате нашей YouTube-трансляции. Также нас смотреть можно и в прямом эфире, и в записи в телеграм-канале «Аспектов», на который также нужно быть, конечно же, подписанными, дорогие друзья. И сегодня, как выясняется, 19 января 2026 года, понедельник. Мы, соответственно, продолжаем вспоминать события, которые случились в нашем родном Башкортостане ровно 2 года назад. Я имею в виду события в Баймаке и после, собственно, Баймака. К примеру, 19 числа 2 года назад люди собрались в том числе в Уфе у памятника Салавату Юлаеву. Да, их там было, конечно, меньше, чем было накануне в Баймаке, но все равно по нынешним временам можно сказать, что акция была довольно-таки массовой. И помимо того, что там люди пели песни, водили хороводы, к сожалению, были также и задержания. Сегодня вспомним баймакские события уже не в виде, скажем так, моих пространных и длительных комментариев, а посмотрим видеоролик, который наша редакция к этому делу, скажем так, еще в прошлом году подготовила. Но это чуть позже. А сейчас давайте новости, какие есть в стране и в мире по итогам воскресенья 18 января послушаем. А дальше уже продолжим, соответственно, по плану, в том числе посмотрим ролик, о котором я сказал. Итак, жители подмосковного Чехова остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии. Проблемы затронули 101 дом на 8 улицах, отчитался глава города Михаил Собакин. По подсчетам телеграм-канала «База», без отопления остались 4000 человек. Ближайшей ночью столбик термометра в Чехове должен опуститься до минус 21 градуса. То есть минувшей ночью был такой серьезный мороз. Первые полностью импортозамещенные российские электропоезда сняты с эксплуатации из-за морозов. Электрички «Финест» перестанут курсировать в Свердловской области с ближайшего понедельника, сообщает пресс-служба РЖД. Пауза в работе продлится 2 недели и связана с неблагоприятными погодными условиями. Прекрасно. Петербургский бар «Фогель», где проводились связанные с политикой мероприятия, объявил о возможном закрытии. Администрация заведения получила уведомление о разрыве договора аренды, сообщается в телеграм-канале заведения. В этом баре собирали подписи за выдвижение в президенты Бориса Надеждина, а также проводила встречи политик Екатерина Дунцова. Военнослужащим Бундесвера неожиданно приказали покинуть Гренландию. Об этом сообщает издание «Бильд» со ссылкой на источники. По его данным, 15 солдат и офицеров уже находятся в аэропорту Нуука. Каких-либо обоснований и приказа военные не получили. Официально Бундесвер ситуацию также не комментировал. Напоминаю, что Бундесвер – это вооруженные силы Германии. Лидеры крупнейших европейских стран раскритиковали намерение Дональда Трампа ввести пошлины против государств, которые направили военных в Гренландию. Тем временем лидер демократов в Сенате Чак Шумер пообещал заблокировать новые 10% тарифные ограничения, о которых объявил президент США. Число погибших в результате протестов в Иране достигло 5000, сообщает агентство Reuters. Среди жертв около 500 сотрудников силовых ведомств, рассказал агентству неназванный иранский чиновник. По его словам, самые ожесточенные столкновения между протестующими и властями произошли на северо-западе Ирана. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял предложение Трампа войти в состав Совета мира, который будет заниматься вопросами управления сектором Газа. Об этом рассказал глава венгерского МИДа Питер Сиерто.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США просит $1 миллиард за место в Совете. Такие вот новости у нас собраны по итогам дня предыдущего, а именно воскресенье 18 января. Ну а тем временем у нас чат потихонечку оживает. Благодарю за приветствие Римму, Стобавовну, Зулю, Алену, Фирузу. Наши дорогие постоянные зрительницы на месте. Ну и ждем, соответственно, наших замечательных мужчин. Пока еще ни одного комментария от них нету, но я думаю, что появится и нет никаких проблем. Ну что ж, в стране и в мире вот, в общем-то, непонятные, мягко говоря, с точки зрения здравого смысла события продолжают происходить. Ну, в частности, если говорить про Гренландию, про Трампа, который, значит, вопреки нормам международного права, если еще о них можно говорить, но так или иначе, вопреки этим нормам, все еще настаивает на своих планах о том, чтобы подчинить Соединенным Штатам этот большой Северный остров, объясняя это тем, что если не он, то это сделают другие силы зла в лице Китая или Российской Федерации. Надо сказать, возможно, он что-то знает, чего не знаем мы. Дело в том, что публично или даже не очень публично, у нас, по крайней мере, никто не заявлял, что рано или поздно надо обратить внимание на Гренландию. Вот у нас тут, знаете ли, свои проблемы вокруг, и их достаточно. Вспомнить хотя бы пропагандиста Соловьева, который несколькими днями ранее вновь говорил о том, что СВО должна продолжаться и не только на территории Украины, а на территории многих других стран постсоветского пространства, потому что, видите ли, это все сфера влияния и зоны интересов Российской Федерации. Вот где сосредоточены наши чаяния и переживания, так или иначе. А тут Гренландия, казалось бы. Но логика в подозрениях Трампа вроде бы так или иначе прослеживается. Она есть, потому что, опять-таки, Кремль, который заточен, если не на мировое господство, то хотя бы на господство на определенной части планеты, он вполне может рано или поздно дойти до подобного рода интересов и целей. Может быть. Но с другой стороны, конечно, значит ли это, что можно применять совершенно любые способы для того, чтобы этого не допустить? Вопрос остается открытым, риторическим. Мы, конечно же, к нему будем возвращаться. Пока что просто останемся в качестве наблюдателей, скажем так, за этой историей. Вот. И перейдем, соответственно, к новостям Башкортостана. Сразу скажу, что за субботу-воскресенье у нас тут практически ничего любопытного не произошло. Есть что почитать, но не так много. Поэтому сейчас предлагаю сразу же погрузиться, скажем так, в самое важное и наболевшее для нас с вами. Это, конечно же, баймакское дело, баймакская история. Для наших новых подписчиков, для тех, кто с нами давно, но хочет освежить в памяти, что же случилось в республике 2 года назад, давайте посмотрим наше видео, которое посвящено этой теме, после чего я вернусь к вам, и мы продолжим наш эфир. Алчинова Фаиля Фаттаховича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Смотри, не чтоб тух мой даруланы!
почему избивают? Ну вот смотрите, что делают, смотрите. Дай команду мирным путем решить, без силового применения. Смотрите, вот избивают, почему? Что делаете? Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику. Поэтому, иншаллах, еще увидим. Не, ну надо düşünmeye gidiyor. Смотрите там, что творится. Что не снимаете? Beni şapkalarım. Не кидай! Тормозите протест, дальше нету смысла. Мені угрып келдім, шуңа тормозить те башлады. Меня алып кеттілер, үйлештілер. Таратығыз, или біз будем оларды гасить. Все, тоқтарға керек. Біз всем все доказали. Ну что ж, друзья, вот так выглядели события в Баймаке 17 января 2024 года. Все эти видео в отдельности и целиком, они у нас на канале есть, с тех самых дней они у нас выложены, поэтому опять-таки, если будет потребность и желание вновь вспомнить хронологию, погрузиться в те дни в воспоминаниях, то, пожалуйста, конечно же, это все доступно вашему вниманию у нас на канале. Вот, а мы со своей стороны, конечно же, будем всегда возвращаться к этой теме. Вот, я очень надеюсь, что на наступившей неделе у нас состоятся 1-2 дополнительных эфира в формате интервью, где мы также будем эти темы вспоминать. Практически все готово, поэтому следите за анонсами. Вот. Ну, а я обращу внимание на наш чат. Вадим Беляков доброго утра желает и просит посмотреть последний пост в Уфа Сити Ми. Да, сейчас посмотрим. Вот, а ведомости пишут о Баймаке. Встретил сравнение Баймака и Желтоксана. Это событие в Казахстане в 1986 году. На всякий случай сообщу для тех, кто не знает. Значит, в Казахстане формально протесты в моменте проиграли, но через 5 лет страна стала независимой, возможно, и Баймак станет тем колоколом, который разбудит. Ну, вы прям вторите мне, и, по крайней мере, в пятницу, когда мы с вами встречались, примерно об этом я старался донести мысль, что именно Баймак стал тем триггером,
той движущей силой, которая заставляет, все еще заставляет. И уже заставила, и еще будет заставлять людей задумываться о том, что же на самом деле происходит. И в этом смысле события эти имели смысл, так скажем, да. Так, после этого решения суда, после этих событий многие ходили в стрессе от бессилия и безнадеги, вспоминает те события Феруза. А того мента, который бил человека, женщина кричала, конечно, не наказали, может, наоборот, поощрили. И сегодня смотреть на это спокойно нельзя. Ну что ж, мы с вами не знаем ни одного эпизода, чтобы кого-то из силовиков привлекли к какой-либо ответственности за те события в Баймаке. Более того, есть гибель, конкретная гибель Рифата Даутова, которого, судя по всему, жестоко избили в ходе транспортировки, а может быть, где-то даже специально для этого, я не знаю, устанавливались. Где расследование, где результаты, все это дело на тормозах спущено, хотя вначале там что-то пытались, вроде как пыли в глаза бросить в общественности, сказав, что типа мы будем это дело расследовать. Но нет никаких результатов. И уж тем более, там, если где-то кто-то кого-то пнул в живот, сами понимаете, на фоне того, что убийство не расследуются, то какие-то там мелкие стычки, по их версии, конечно же, никто разбирать не будет. Но, опять-таки, мы помним, мы фиксируем, поэтому рано или поздно будем считать, что справедливость должна будет восторжествовать. Так, Зуля пишет. Максим выпустил очерки про историю башкортов. Очень интересно, рекомендую. Да, совершенно точно вы отметили. На канале в Ютубе «Эхо подкасты» выходит серия очерков, посвященных различным коренным народам, населяющим Российскую империю. И очередной выпуск, вполне ожидаемо и закономерно, посвящен башкортам. Рекомендую, заходите, смотрите, лайкайте, комментируйте. А мы, наверное, опять-таки должны будем это дело у себя тоже опубликовать для того, чтобы привлечь внимание нашей аудитории. Это было бы совершенно правильно и логично в этой ситуации. Спасибо, что обратили внимание и напомнили. Это действительно важная публикация. И молодец Максим Курников, конечно же, в очередной раз то, что делает такого рода информационные продукты, обращая внимание на вопросы, которые в большинстве, так сказать, независимых СМИ стараются обходить стороной, назовем это так, мягко выражаясь. Либо просто не обращают внимания, потому что, в общем, не разбираются в теме. А Максим Курников, как человек, который вырос в Казахстане, многие годы провел в Оренбурге, какое-то время работал в Башкортостане, знает нашу историю, наши проблемы не понаслышке. Поэтому, соответственно, тема интересуется и пытается донести ее до тех, кто считает, что данные темы не имеют права на жизнь буквально. И, знаете ли, постепенно вода камень точит. По-моему, вот эту вот стену непонимания удается немножечко преодолевать. Как говорится, уже в этой стене какая-то брешь начала возникать, и все чаще, по крайней мере, я слышу, что если не поддерживают нашу с вами, так скажем, региональную повестку, то, по крайней мере, с большим пониманием начали относиться к тому, что существуют коренные народы, существуют их проблемы, и существует у этих самых людей собственный взгляд на будущее. И этот взгляд не всегда соответствует тем ожиданиям, которые декларируют москвоцентричные наши с вами соотечественники, скажем это так. Вот, значит, дальше идем и к тем сообщениям, что у нас есть за минувшие дни. Пруфы подсчитали и сделали вывод, что после длительных новогодних праздников в Башкортостане резко подорожал бензин. То, что топливо непрерывно и на протяжении многих и многих лет только дорожает, ни для кого не секрет, это не новость, но тут вот, значит, после какой-то паузы произошел рост резкий. По данным Башстата, в период с 22 декабря по 12 января
текущего года на автозаправках республики топливо подорожало, например, 98-й на 2,5 рубля. Серьезно подорожало, да? И цена теперь его 88,60. Ничего себе. Менее ощутимо, но также заметно выросли цены на более популярные марки. 92-й прибавил 88 копеек и теперь стоит 60 рублей 45 копеек. 95-й подорожал на рубль до 65 рублей 22 копеек за литр. Дизельное топливо тоже стало дороже. Рубль 12. И теперь литр солярки стоит 74,60. Ну, еще немножко и европейские цены на дизельное топливо будут достигнуты. Здесь около 1,5 евро стоит 1 литр. И вот уже к 1 евро добрались, получается, в Башкортостане. Вот так дела. Значит, что касается поста, о котором пишет наш дорогой Вадим. Давайте посмотрим. Новость, в принципе, касается так или иначе практически всех наших с вами земляков и жителей городов, в частности. Да? Смотрите, башкирские депутаты предложили создать рейтинг управляющих компаний. Да, шли к этому, как говорится. Управляющие компании – это компании, сами знаете, да, которые занимаются обслуживанием жилого фонда, назовем это так. И каждый месяц одна из важнейших статей коммунальных платежей в каждой семье, в каждом домохозяйстве – это платеж в пользу управляющей компании. Так вот, речь идет о том, что члены Комитета Госсобрания по жилищной политике и инфраструктурному развитию обсудили работу управляющих компаний. Доклад представителя регионального Госкомитета по жилищному и строительному надзору о взаимодействии с управляющими компаниями обернулся спором о механизмах наведения порядка в жилищно-коммунальной сфере. Например, зампредседателя Комитета Госсобрания по ЖКХ Елена Родина, довольно известный наш депутат, сообщила о том, что 54% жителей республики не удовлетворены работой управляющих компаний. Такую ситуацию она назвала критической, а практику лицензирования этих компаний назвала неработающей. Елена Анатольевна сама по себе 15 лет заседает в Комитете Госсобрания по ЖКХ. Это, надо сказать, стаж. И оказывается, внезапно ситуация стала критической. Интересно, как же так получилось, да? 15 лет все было в порядке, и тут она стала выходить за рамки дозволенного. В общем, странно порой ведут себя наши депутаты и не стесняются говорить вещи, которые, наверное, стоило бы немножечко, ну, скажем так, пофильтровать и не озвучивать, чтобы вот не оказаться в неудобный момент в луже. В общем, что вы об этом думаете? Как это может помочь? Что-то может измениться с помощью этого рейтинга или нет? Мне кажется, вот с моей колокольни, ну никак. Вот есть управляющая компания, предположим, да, там вот где я жил последние годы в Уфе. И от меня никак не зависело, какая именно управляющая компания обслуживала наши дома. Помню, там сменили как раз-таки эту компанию, но это, опять же, произошло как-то вне лично моего поля зрения. И я просто как бы перед фактом был поставлен, что, смотрите, была одна компания, стала другая. И все. И как бы какие тут рейтинги, какое тут мое мнение вообще имело значение в данном случае? Нет, по-моему, не имело. Может быть, конечно, люди и имеют де юре какие-то рычаги влияния на принятие таких решений. Но де-факто в жизни получается так, что, я не знаю, какие-то активисты, может быть, в небольшом своем кулуарном ключе эти решения принимают, и дальше все остальные жители это принимают как есть. По крайней мере, мне так кажется. Честных конкурентов уберут. Будет государство, пишет нам пользователь с ником User. Так, дальше. Выше был комментарий важный. Руслан, знаете ли вы ситуацию с представителями коренных народов, которые по квоте попадут в представительство в ПАСЕ? Квота 4 человека.
Будет кто-то в поссе от башкортов или близких народов? Правильные вопросы задаете. Вот я надеюсь эту тему как раз на наступившей неделе более подробно обсудить в наших эфирах. Поэтому следите за анонсами. У меня никаких данных на этот счет нет. Могу сказать, что видел в одной из заявок, что Ростислав Мурзагулов заявился в эту делегацию. Правда, не от коренных народов вроде как, а от друзей Украины. Есть такая категория людей. Вот. И башкирское нацдвижение за рубежом в лице Айгуль Гемранова и Леон, в частности, написали свои возражения на эту тему публично. Пост у них был в каналах в конце минувшей недели. В общем, как-то так. Более детальных данных у меня нет. Я сам в этом процессе никак не участвую. Вообще не вижу практического смысла, надо сказать, если честно. Может быть, ошибаюсь. Может быть, зря как бы не обращал внимания на это все. Вот. Если не поздно, может быть, и сейчас начать надо заниматься этим вопросом. В общем, что вы об этом думаете? Пишите, пожалуйста. Вот. А Вадим продолжает тему управляющих компаний. Там самый цимус в том, что они предлагают снова сделать новый договор управления, который делают уже с 2012 года. И ничего никогда я в лучшую сторону не меняется. То есть вот способ решения. Тут, конечно, видимо, голосовое было сообщение, поэтому не совсем до конца понятно. Вот. УЖХ Советского района теперь стало ООО «Сердце столицы». Обанкротились и переобулись, сообщает Римма. О реформировании этих УЖХ муниципальных давным-давно тоже речи было много. Тот же Вадим, я помню, еще у нас в эфирах на «Эхе Москвы» рассказывал. Ну вот, видимо, реформирование выглядит так. Сменой вывески. В конце концов, это дело заканчивается. Так, с бензином мы тут разобрались. Ну, дальше, если про деньги сказать, вот медиакорсеть, любят они, конечно, громкие заголовки. Башкирия угодила в рейтинг нищих, пишут они. Значит, всего по итогам почему-то 2024 года, не слишком ли устарели данные, ну, так или иначе, по этим данным насчитывается в республике 314 тысяч жителей с доходами ниже прожиточного минимума. Это поставило регион на 7-е место среди субъектов России по числу малообеспеченных. Так что вот, как говорится, реальное положение с успехами в кавычках в экономике, которыми гордятся наши с вами руководители. Такс. Дела коррупционные, опять же, связанные с командой Хабирова, как известно, гремели весь прошлый год, и по ним новости у нас продолжают поступать. Вот, например, фонд президентских грантов или фонд грантов главы Башкирии требует у дирекции предпринимательницы Гульнары Юриной вернуть 2 миллиона 300 тысяч рублей обратно. Значит, соответствующий иск в арбитражный суд поступил от дирекции культурных, точнее, наоборот, иск поступил в отношении дирекции культурных программ РБ. Значит, суд предложил ответчику, то есть компании, этой предпринимательнице, представить мотивированный отзыв по существу иска. В случае частичного или полного погашения задолженности дирекция должна будет подтвердить достижение заявленных показателей проекта, а также предоставить отчетность о реализации программы «Моя малая родина» от Айсал. Не знаю, конечно, будут ли они что-то там возвращать, но я напомню, что Юрина оказалась фигуранткой уголовного дела. Хотя те же пруфы давно писали о том, что, мягко говоря, там все нечисто, а та обижалась, ножками топала, грозила всякими санкциями, но в итоге, конечно же, журналисты в данном случае оказались правы, и никаких последствий, к счастью, для наших коллег не настало. А Юрина сама оказалась под уголовным преследованием. Равно как и руководители Башспирта, о нем мы тоже регулярно вспоминали с вами в своих эфирах. Так вот, к бывшему гендиректору
Башспирта адресовали также денежный иск. Я так понимаю, это отдельное гражданское судопроизводство, которое к основному уголовному процессу отношения не имеет. Потому что денежный иск требует взыскать просто у физлица. И тут сумма, знаете ли, кругленькая. Бывшего гендиректора Рауфа Нугуманова обязали выплатить 238, почти 238 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба. Как сообщает «Коммерсант» в Башкортостане, суд такое решение принял 16 января, то есть вот буквально накануне выходных. Также суд постановил взыскать около 56 миллионов рублей в пользу торгового дома «Башспирт» с его экс-директора Александра Компанченко. Плюс еще среди должников фигурирует третий фигурант уголовного дела «Башспирта», предприниматель Артур Хазигалеев. В общем, откуда такие деньги у Нугуманова, это, конечно, вопрос. Следствие и суд посчитали, что эти деньги у человека есть, и что своей хозяйственной деятельностью он привел к соответствующим убыткам у Башспирта. Но, конечно, сумма действительно очень большая. На всякий случай напомню, что в начале нулевых годов Рауф Нугуманов был главой уфимской администрации, то есть мэром уфимским. Это было еще до Павла Качкаева. Но это было больше 20 лет назад, и в данном случае, конечно, не имеет никакого отношения к тому, о чем шел и закончился этот судебный процесс. Добрый день всем добрым людям, пишет Ренат Валеев. Спасибо вам. Так. Башинформ сообщает, и я на всякий случай озвучиваю, мало ли, чтобы мы не забывали. Мошенники, которые выуживают деньги с пожилых, прежде всего, наших сограждан, никуда не делись. Блокировки мессенджеров, таких как WhatsApp, как вы прекрасно понимаете, не приводят к тому, что люди становятся надежно защищенными и живут в безопасности. Нет, конечно, мошенники всегда найдут выход. И вот, пожалуйста, пенсионерка из Уфы отдала аферистам более 1 миллиона рублей. Она хотела заработать на инвестициях. Значит, по данным МВД по республике, к ним обратилась 69-летняя женщина с заявлением по факту мошенничества. Она увидела объявление в интернете об инвестировании и сообщила свой номер телефона. Через некоторое время с ней связался якобы специалист по инвестированию и убедил ее перевести минимальную сумму, чтобы начать зарабатывать. Затем потерпевшей злоумышленники позвонили с другого номера и пригрозили подать иск за присвоение средств брокера, если она не выведет все свои деньги со счета. Что за бред, боже мой. Чтобы предотвратить это и якобы обезопасить свои деньги, пенсионерка начала переводить по реквизитам, которые ей отправляли. Сын, приехав к потерпевшей, увидел, что она общается с незнакомыми людьми. Сразу поняв, что это мошенники, он ее остановил. Они вместе поехали в отдел полиции. Но, как говорится, поздно уже. Деньги ушли. Поэтому, в общем, друзья, будьте осмотрительны, будьте внимательны. Кстати, вот тут нам напоминает Стобавовна, что Нугуманов возглавлял также фонд жилищного строительства РБ. Действительно, и такой период был в его биографии. Также вы тут, я так понимаю, по поводу Мурзагулова, да, задавали вопрос. Друг Украины, кто горячо поддерживал Крым после 2014 года? Он публично поддерживал? Ну, точно не возражал, конечно. Понятно, что в те годы, работая в системе либо власти, либо около властных структурах, критиковать открыто, наверное, не мог. Ну и какой-то горячей поддержки я не помню. Ну, я тут могу просто не знать, конечно же. Вот. Но если уж на то пошло, я могу так сказать. Мне кажется, что все-таки, если на сегодняшний день люди делают правильные дела в этом направлении, то можно закрыть глаза на то, что после 2014 года эти люди, неважно сейчас, безотносительно к личностям, на какое-то время занимали неправильную позицию.
это можно как-то понять, потому что не всем было очевидно. То есть я, например, понимал, да, что это как-то попахивает дурно, плохо, но вот так вот категорично как бы рассуждать тоже как-то не мог. Не хватало знаний, не хватало погруженности в эту тематику на самом деле. Вот. Поэтому, конечно, молодцы те, кто сразу все поняли и с первого дня стали называть вещи своими именами. И то, что там происходило, начали называть войной еще тогда, а не только в 22 году. Вопросов нет никаких. Но к тем людям, которые все-таки позже дошли до истины, скажем так, да, и начали вести себя соответствующим образом позже, я бы тоже все-таки отнесся поснисходительнее. Уж извините, как бы. Вот. Хотя, опять же, тема, возможно, требует обсуждения, споров, нет никаких проблем. Вот. И на этом, по сути дела, мы будем заканчивать, дорогие друзья. Как мы уже выяснили, новостей не так было много к сегодняшнему утреннему нашему эфиру, но так или иначе, вот то, что было, то было. Я еще раз всех благодарю за участие. Комментарии были очень важными и интересными сегодня, разнообразными, соответственно. Не забудьте, пожалуйста, дальше писать, что вы думаете. Можно возражать, разумеется, и нужно. Особенно на какие-то спорные утверждения, которые из моих уст порой звучат вот в конце. Я думаю, что эти утверждения покажутся спорными, и это понятно. Поэтому дискутировать давайте, продолжать, насколько это возможно, дорогие друзья. Увидимся с вами завтра. Желаю удачного дня, хорошей недели. Вот. И, как я уже говорил, следите за анонсами. Всем пока.